Вы смотрите новости на канале Якутия-24. В студии Иван Лазаренко. Здравствуйте. И коротко о главных темах этого выпуска. Ситуация с COVID-19 в регионе по-прежнему непростая. Специалисты отмечают рост заболеваемости среди беременных женщин. С 9 мая начинается прием заявок на гранты главы республики. Финансирование в этом году увеличено. «Поем всем двором». В столице региона проводят мини-концерты во дворах домов, где проживают ветераны войны. На территории республики за последние сутки зафиксировали 103 новых случая коронавирусной инфекции. Наибольшее число заболевших выявлено в Якутске – 58 человек, и в Мегино-Кангаласском районе. Там за сутки выявили 13 заболевших. В Вилюйском районе выявлены 7 случаев. По 4 случая зарегистрировали в Горном, Чурапчинском районах, по 3 в Амгинском и Сунтарском, по 2 в Алданском, Нерюнгринском, Момском и Намском. Единичные случаи коронавируса отмечены в Кобяйском, Нюрбинском и Аймиконском районах. В настоящий момент на территории Мегино-Кангаласского района количество детей, очень большое количество детей именно являются вирусоносителями и находятся под вниманием Управления Роспотребнадзора и учреждений здравоохранения. В связи с чем были приняты ряд позиций по усилению мероприятий и контролю за эффективностью их использования для того, чтобы предотвратить распространение инфекции на территории Мегино-Кангаласского района. Я обращаюсь к жителям Мегино-Кангаласского Улуса района. Ситуация у вас на территории района сегодня достаточно сложная, поэтому соблюдение мер безопасности и сохранение здоровья себя и своих близких должно сегодня коснуться практически каждого. Учреждения здравоохранения, Роспотребнадзор, органы местного самоуправления делают и принимают все необходимые меры для того, чтобы обеспечить ваше благополучие. Вчера на территорию района поступила новая партия вакцины, поэтому в течение непосредственно праздничных дней будут также работать лаборатории по вакцинированию. Тем временем беременные женщины стали чаще болеть коронавирусом на территории Якутии. Как сообщила главный акушер-гинеколог Минздрава региона Екатерина Ушницкая, за последние 10 дней заболеваемость женщин в период беременности и в послеродовом периоде увеличилась в 3 раза. По ее словам, в настоящее время в Якутии насчитываются 34 беременных женщины и родильницы с подтвержденным коронавирусом. У 1/3 заболевших беременных отмечается тяжелое течение болезни с развитием пневмонии. Так как вакцинация против коронавирусной инфекции не проводится беременным и кормящим, женщинам, планирующим беременность, за 3 месяца до ее наступления рекомендуют привиться от COVID-19. Всего же в республике с начала пандемии зарегистрировано 1064 беременных женщины с коронавирусом. Мероприятия по недопущению распространения вируса COVID-19 в Якутии продолжаются. Так, согласно распоряжению Роспотребнадзора, всем гражданам, прибывшим на территорию республики из-за рубежа любым видом транспорта, необходимо пройти 2 лабораторных исследования на COVID-19 методом ПЦР. Первое в течение 3 календарных дней после прибытия, второе через сутки после первого. Результаты исследования необходимо зарегистрировать в специальной форме на едином портале государственных услуг. Граждан, не предоставивших данные исследования ПЦР, ждет административное наказание. Начало мониторинга – это с 1 августа 2020 года. В нашу республику из-за рубежа прибыло порядка 10 031 граждан. Из них по прибытии заполнили анкеты в едином портале государственных услуг 84% человек. В отношении остальных граждан, не внесших свои данные, применены административные меры воздействия. Так, судами наложены штрафы в размере 2,5 миллиона рублей. За последние полгода с COVID-19 через Мирнинскую реанимацию прошло 89 человек, 60 из которых спасли якутские реаниматологи. Врачи приехали в алмазную столицу из Якутска год назад. О том, как медики помогали мирнинским коллегам, расскажет Анна Брянская. Насладиться весенними лучами солнца, вздохнуть свежий воздух – вот настоящее счастье для якутян после продолжительной холодной зимы. Многие уже свои маски попрятали и планируют майские праздники. Только не якутские реаниматологи, которые работают в Мирнинской центральной больнице уже год. Здесь респираторы, плотный белый костюм, тугие пластиковые очки никто не отменял. Алексей Тарасов прибыл в Мирный из Якутска год назад, в самый разгар пандемии.
Его смена похожа одна на другую, меняются лишь заболевшие. Доброе утро, Иосиф Игоревич. Как отдежурили? Ну ничего, нормально. Как больные? Стабильные. Угу. Осложнений ничего нету. Давайте зайдем, посмотрим. Здравствуйте. Как себя чувствуете? Хорошо, молодец. Уже на следующий день пожилого пациента ждет выписка. Врачи говорят, его вытащили практически с того света. Обход с коллегой по палатам для реаниматолога Алексея – нечто большее, чем просто запись состояния в карту. Каждую потерю мы принимаем близко к сердцу. Ну и хорошие моменты тоже у нас случаются. У нас был пациент, долго у нас лежал. У него был КТ-4, 90%, 87 лет, по-моему, было. Вот. И он удачно вылечился, мы его выходили тут. Потом он нам звонил, говорил, что он бегает, на лыжах ходит. И это не единственное спасение якутских врачей. За последние 5 месяцев в реанимацию поступило 89 пациентов, 60 из которых удалось спасти. Еще 29 скончались. Ковидный госпиталь алмазной столицы является региональным центром, и сюда привозят заболевших со всей Западной Якутии. Только из Нюрбинского района в апреле привезли 30 пациентов. Якутские реаниматологи на протяжении года находились и в красной, и в чистой зоне, и работали и в санитарной авиации. Врачи большого наплыва пациентов уже не боятся, готовы, так же, как и их близкие. Моя семья, скажем так, супруга моя тоже медицинский работник. Она заведующая фтизиатрии пульмонологического отделения. Она как-то понимает, что кому-то этим заниматься надо. Именно поддержка близких придавала сил врачам в этот тяжелый пандемийный год. В то время как многие расслабились и отмечали весенние праздники в кругу семьи, Иосиф Олесов общался с женой лишь по видеосвязи. О, хорошо, Ага. отлично. Ждем, не дождемся. Целую? Целую. Ага. Пока. Давай, пока-пока. В перерывах между обходами врачи мечтают о простом – увидеться с семьей, съездить на охоту, сходить с друзьями в баню. Врачи будут ожидать новых заболевших. Анна Брянская, Кирилл Шолохов, Александр Еремин, телеканал «Алмазный край». К другим темам. Правительство России до 17 августа должно получить доклад об осуществлении выплат в 10 тысяч рублей семьям с детьми в возрасте от 6 до 18 лет, а также о предоставлении помощи неполным нуждающимся семьям и беременным женщинам. О проработке вопроса в части полной оплаты их больничных родителям детей до 7 лет профильные ведомства обязаны отчитаться до 1 июля. Кроме того, до 10 июня Минтруд и Минфин должны разработать и представить в правительство подходы к созданию в России целостной системы мер поддержки малообеспеченных семей с детьми. На контроле всех профилактических служб в праздничные дни находятся дети и семьи, состоящие на различных формах учета, а также находящиеся в группе риска. В Ленске в майские выходные сотрудники полиции, комиссии по делам несовершеннолетних и опеки проводят ежедневные рейды по своим подопечным. Проверить, чем занимаются несовершеннолетние дети, состоящие на учете, отправилась им Анна Кожевникова. Вот я ему предлагаю хорошая специальность. Иди. Конечно. Надо. А что болтаться? Все равно надо что-то. Встречают доброжелательно. Родители детей, состоящих на учете, как с родными, делятся своими проблемами с сотрудниками подразделения и комиссии по делам несовершеннолетних. Потому что если ребенок отбился от рук, без специальных служб не обойтись. В гости к своим подопечным работники системы профилактики совместно с полицейскими выезжают еженедельно и охватывают по 10-15 семей. С ними проводятся профилактические беседы в целях недопущения повторных правонарушений, а также выявления детей, находящихся в социально опасном положении. А также праздничные дни, такие рейдовые мероприятия проводятся ежедневно. Но не все встречают людей в форме с радостью. Кого-то нет дома, а кто-то и вовсе не открывает двери. В праздничные дни контроль за такими семьями усилен. И в рейды выезжают ежедневно. К ним присоединяются сотрудники образования, у которых еще и своя программа на эти неожиданные каникулы. Образовательные организации проводят разъяснительные работы, по правилам поведения, по правилам поведения на дорогах.
также проводят разъяснительные работы с родителями, да, о соблюдении их детьми режима дня, ночное время, весенний период у нас до 10 часов, да, а также о последствиях употребления алкогольных напитков, да, психотропных веществ. Всего среди школьников района 35 человек состоит на учете. Сотрудники полиции и системы профилактики проверяют условия жизни детей, наличие еды, а где-то трезвых родителей и вообще их наличие. Если главные опекуны в алкогольном опьянении или отсутствуют, то детей определяют либо в реабилитационный центр, либо к родственникам. Всего в Ленском районе сегодня 47 детей, состоящих на учете в ПДН. Анна Кожевникова, Виталий Андреев, Ленск. С 9 мая начинается прием заявок на гранты главы республики. В этом году на поддержку начинаний некоммерческих организаций выделено в 2 раза больше средств, чем в прошлом. Суммы грантов составляют более 100 тысяч рублей. Наиболее приоритетными направлениями будут проекты, направленные на пропаганду здорового образа жизни, развитие адаптивного спорта, патриотизма и профилактики правонарушений. Также победителями грантов могут стать проекты некоммерческих организаций, посвященные Году науки и технологий. Для проведения регионального конкурса создана рабочая комиссия. В течение месяца будут собраны заявки, требуемые документы и пройдет отбор участников. Победителей грантов главы региона объявят в середине августа. Подача заявок будет больше, потому что вот во втором этапе фонда президентских грантов мы убедились в этом. Наши социально ориентированные некоммерческие организации очень активны, и во втором этапе они подали больше 240 заявок. И мы тоже прогнозируем, что во втором конкурсе грантов главы республики у нас тоже будет подано не меньше 250 заявок. Технический центр телевидения и радиовещания и компания «Ростелеком» предоставили доступ к камерам видеонаблюдения на период прохождения весеннего половодья. Теперь ледоход можно наблюдать онлайн. На территории города Якутска онлайн-трансляция ледохода будет организована Ленским управлением Росводресурсов. Близится праздник Великой Победы и второй год подряд в условиях пандемии. По этой причине уже доброй традицией становятся выездные мероприятия во дворах, где проживают ветераны Великой Отечественной войны. Там проводят выступления артистов, которые можно посмотреть из окна или с балкона. Мини-концерты проводятся сразу в нескольких дворах Якутска. Они будут проходить сегодня и завтра. К слову, на сегодня в столице региона проживают 37 участников войны. Первый раз эту акцию проводили в прошлом году, поскольку тогда был режим практически тотальной самоизоляции, соответственно, нельзя было проводить массовые мероприятия вообще, ни в каких рамках. Поэтому было решено проводить такую акцию. Я очень горд, что есть такая возможность принимать участие в таких мероприятиях, потому что нужно помнить о наших ветеранах и чтить память. И тем самым мы поздравляем их с этим праздником и дарим им свою радость, свое тепло. Мы помним, гордимся. К этому часу пока все, но о развитии событий расскажем в следующем выпуске. Оставайтесь на нашем канале.